Здравствуйте! На этом видеоуроке мы рассмотрим все ручные и звуковые сигналы. Что хочется сказать о ручных сигналах? Ручные сигналы относятся к видимым, и подаваться они могут с использованием флажков, ручных дисков, ручных фонарей. Ручные сигналы не являются круглосуточными, несмотря на все сходство сигналов, подаваемых днем и ночью. Каждый ручной сигнал имеет свое сигнальное требование. По своей сути, многие сигналы одинаковы, но дословная формулировка их сигнальных требований разная. И многие железнодорожники, понимая эту одинаковую суть ручных сигналов, не обращают внимания на различия в их сигнальных требованиях. Я, в принципе, согласен с таким упрощением, но вот в электронных экзаменаторах содержатся четкие формулировки, а не обобщения. Поэтому в этом видеоуроке мы рассматривать будем и такие обобщения, и будем обращать внимание на четкие формулировки. Первое такое обобщение, которое мы рассмотрим, это так называемые сигналы остановки. Как подается ручной сигнал остановки? Спросят у вас на экзамене. Что ответить на этот вопрос? Развернутый ответ будет не так прост, поскольку и сам вопрос поставлен некорректно. А корректно было бы такой вопрос задать во множественном числе. Как подаются сигналы остановки? Давайте рассмотрим все разнообразие ответов на этот вопрос. Итак, во-первых, днем красным развернутым флажком и ночью красным огнем ручного фонаря подается требование «Стой, движение запрещено». Во-вторых, при отсутствии днем красного флажка, а ночью фонаря с красным огнем, такое требование подается движением по кругу желтого флажка, руки или какого-нибудь предмета, а ночью движение по кругу фонаря с огнем любого цвета. В-третьих, при выполнении маневров подается ручной сигнал с требованием «Стой» движениями по кругу развернутого красного или желтого флажка. Ночью движением по кругу ручного фонаря с любым огнем. Все перечисленные сигналы требуют от машиниста остановиться, то есть это сигналы остановки. Но заметьте, в их дословной формулировке нет даже слова «остановка». Следующее такое обобщение – сигналы уменьшения скорости. Во-первых, днем желтым развернутым флажком и ночью желтым огнем ручного фонаря предъявляется требование. Разрешается движение со скоростью, которая указана в предупреждении или в приказе начальника дороги, а при отсутствии этих указаний со скоростью не более 25 км в час. Здесь обязательно запомните, желтый огонь ручного фонаря используется только на станциях. Во-вторых, при отсутствии ручного фонаря с желтым огнем ночью на станциях такое требование может подаваться медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем. А вот на перегоне ночью сигнал уменьшения скорости во всех случаях должен подаваться исключительно медленным движением вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем. В-третьих, при проведении маневров днем медленными движениями вверх и вниз развернутого желтого флажка и ночью ручного фонаря с прозрачно-белым огнем может подаваться сигнал «Тише». Во всех трех случаях это ручные сигналы уменьшения скорости. Хотя, опять-таки заметьте, в их дословной формулировке нет даже слов уменьшения скорости. Советую запомнить, все ручные сигналы при маневрах показываются в движении. Движение флажка или ручного фонаря по кругу «Стой». Медленное движение вверх и вниз «Тише». Везде движение. Для поездов же сигналы остановки и уменьшения скорости подаются без движения, статичными. Например, сигналы остановки красным флажком или красным огнем ручного фонаря. Сигналы уменьшения скорости желтым флажком или желтым огнем ручного фонаря. И только если нет сигнальных устройств, которыми подаются сигналы поездам, например, нет красного флажка или фонаря с красным огнем, эти сигналы приходится подавать в движении, просто нет другого выхода. Продолжаем. Во время маневров подаются еще и такие ручные сигналы.
Днем движение, поднятое вверх руки с развернутым желтым флажком. Ночью движение поднятого ручного фонаря с прозрачно-белым огнем. Разрешается локомотиву следовать управлением вперед. Если же такие движения осуществляются днем, опущенной вниз рукой с желтым развернутым флажком, или ночью прозрачно-белым огнем ручного фонаря, разрешается локомотиву следовать управлением назад. Для передачи указаний при опробовании автотормозов обычно используется маневровая радиосвязь или двусторонняя парковая связь. Но если по каким-то причинам это невозможно, используются ручные сигналы. Днем поднятый вертикально вверх рукой и ночью поднятым ручным фонарем с прозрачно-белым огнем подается требование машинисту провести пробное торможение. До какого же времени держать поднятую руку? А держать ее следует до тех пор, пока машинист не воспримет такое показание, не подтвердит это одним коротким свистком локомотива. А вот движение руки перед собой по горизонтальной линии днем и такие же движения ручного фонаря с прозрачно-белым огнем ночью предъявляют машинисту требование отпустить тормоза. Показывать такой сигнал следует до тех пор, пока машинист не воспримет такое показание, не подтвердит это двумя короткими свистками локомотива. Дежурный по станции, где на него возложена обязанность провожать поезда. При отправлении или следовании поезда по станции без остановки показывает днем поднятый вертикально на вытянутую руку ручной диск, окрашенный в белый цвет с черной каймой, или свернутый желтый флажок. Ночью поднятый ручной фонарь с зеленым огнем. Это означает, что поезд может отправиться со станции или следовать без остановки со скоростью, установленной для проследования станции. Такой сигнал при проследовании поезда без остановки показывается до проследования локомотива поезда мимо дежурного по станции. Если же на дежурного по станции возложена обязанность встречать поезда, имеющие остановку на станции, он встречает их с поднятым вертикально на вытянутую руку ручным диском, окрашенным в белый цвет с черной каймой, или свернутым желтым флажком, а ночью поднятым ручным фонарем с белым огнем. Такой сигнал при следовании поезда без остановки показывается до проследования локомотива прибывающего поезда мимо дежурного по станции. Для остановки поезда, не имеющего ее по расписанию, дежурный по станции, если ему вменено в обязанность встречать поезда, должен показывать днем ручной красный диск или развернутый красный флаг, а ночью красный огонь ручного фонаря. Остается лишь сказать, что дежурный по станции должен встречать и провожать поезда в головном уборе с верхом красного цвета. Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае их пропуска по главному пути без остановки на станции днем со свернутым желтым флажком, ночью с прозрачно-белым огнем ручного фонаря. В случае приема поезда на боковой путь или с остановкой на станции днем с развернутым желтым флажком, ночью с желтым огнем ручного фонаря. Кстати, точно так же встречают поезда при приеме на боковой путь или с остановкой на станции и дежурные по станции, если их рабочее место вынесено на стрелочный пост. Такого рисунка вы не встретите в инструкции, а вот в экзаменаторе запросто. Там много вопросов именно по таким ситуациям, которые в инструкции не имеют иллюстраций. Понять такие моменты можно только досконально изучив инструкцию, а не полистав ее и посмотрев картинки. Моя же задача познакомить вас именно с такими нюансами и максимально подготовить к сдаче экзаменов. Сигналисты и дежурные стрелочных постов провожают поезда, которые отправляются со станции, во всех случаях днем со свернутым желтым флажком, ночью с прозрачно-белым огнем ручного фонаря. При отправлении пассажирского поезда со станции после остановки проводники штабного и хвостового вагонов должны показывать
в сторону платформы днем свернутый желтый флажок, ночью ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. Это указывает на беспрепятственное следование поезда. Такой сигнал подается до тех пор, пока вагон не проследует вдоль всей платформы до ее края. Проводники других вагонов закрывают боковые двери вагона и наблюдают через тамбурное окно за возможной подачей сигналов при следовании вдоль платформы. Сигнал остановки с поезда подается машинисту локомотива днем развернутым красным флажком, ночью красным огнем ручного фонаря. На перегонах обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений, а также дежурные по переезду, при свободности пути встречают поезда со свернутым желтым флажком днем и с прозрачно-белым огнем ручного фонаря ночью. А в местах, огражденных сигналами уменьшения скорости или остановки, они встречают поезда днем и ночью с сигналами, которые соответствуют установленным на пути. Вспоминаем, установленные сигналы уменьшения скорости, постоянные или временные, показывается днем желтый развернутый флажок и ночью желтый огонь ручного фонаря. А на перегоне медленное движение вверх и вниз ручного фонаря с прозрачно-белым огнем. Разрешается движение со скоростью, которая указана в предупреждении или в приказе начальника дороги, а при отсутствии этих указаний со скоростью не более 25 км в час. Если установлены сигналы «Остановка», показывается красный развернутый флажок днем и красный огонь ручного фонаря ночью. «Стой! Движение запрещено!» Кстати, давайте еще раз повторим уже изученный нами ручной сигнал «Опусти токоприемник». Такой сигнал подается при наличии места препятствия, которое не допускает следования электроподвижного состава с поднятым токоприемником, и если нет возможности оградить его временными сигнальными знаками. В этом случае работник, который выявил препятствие, обязан отойти на 500 метров в сторону ожидаемого поезда и подавать машинисту приближающегося поезда ручной сигнал «Опусти токоприемник». Днем это движение перед собой правой руки при поднятой левой руке. Ночью повторными вертикальными и горизонтальными движениями фонаря с прозрачно-белым огнем. Помните мой совет, как такой сигнал запомнить? Поднятая вверх левая рука указывает на контактную сеть, а горизонтальное движение правой руки напоминают сигнальный знак с горизонтальной линией. Помните, что он сигнализирует? Опусти токоприемник. А ночью поднятая вверх рука заметно не будет, поэтому приходится фонарем чередовать горизонтальные и вертикальные движения. При восприятии такого ручного сигнала машинист обязан подать оповестительный сигнал. Ну вот и все, что хотелось сказать о ручных сигналах. Как видите, ручные сигналы используются и в поездной, и в маневровой работе. Но мы наконец-то можем подвести гораздо более жирную черту. Мы наконец-то изучили все видимые сигналы. Остается лишь изучить звуковые сигналы, и видеокурс инструкции по сигнализации будет освоен. А звуковых сигналов не так уж и много. Точно так же, как и ручные сигналы, звуковые используются и в поездной, и в маневровой работе. Кстати, звуковые сигналы, используемые при опробовании тормозов, мы уже повторили. При подаче ручного сигнала с требованием провести пробное торможение, машинист локомотива отвечает одним коротким свистком локомотива. При подаче ручного сигнала с требованием отпустить тормоза, машинист локомотива отвечает двумя короткими свистками локомотива. При маневровой работе вместо вот такого ручного сигнала «разрешается локомотиву следовать управлением вперед» может подаваться звуковой сигнал одним длинным звуком, например, свистком. Вместо вот такого ручного сигнала «разрешается локомотиву следовать управлением назад» может подаваться звуковой сигнал двумя длинными звуками. Звуковой сигнал «тише», опять же для повторения вместо вот такого ручного сигнала, двумя короткими звуками. Звуковой сигнал «стой» вместо вот такого ручного сигнала
тремя короткими звуками. Звуковые сигналы при маневрах подаются ручным свистком или духовым рожком. Причем звуковые сигналы во время выполнения маневров должны повторяться свистками локомотива, и это является подтверждением их восприятия к исполнению. Также нужно сказать, задание сигналисту или дежурному стрелочного поста установить стрелку на тот или иной путь может также подаваться звуками разной продолжительности, например, свистками локомотивов или свистками руководителей маневров. Конкретный порядок подачи таких команд в зависимости от технического оснащения станции устанавливается ТРА станции. Конечно, я имею в виду станции, не оборудованные электрической централизацией стрелок и сигналов. Там все просто. Мы уже изучили вот такой сигнальный знак свисток. При приближении поезда к такому сигнальному знаку машинистам подается оповестительный сигнал. Также мы говорили, что при восприятии ручного сигнала «опусти токоприемник» машинистам подается оповестительный сигнал. Итак, что же это за оповестительный сигнал? Оповестительный сигнал – это один длинный свисток локомотива. Конечно, это может быть свисток моторугонного поезда или специального самоходного подвижного состава, но это как бы само собой разумеющееся. И в дальнейшем в этом видеокурсе для простоты я буду говорить о свистке локомотива, подразумевая при этом также и другие самоходные подвижные единицы, которые могут подавать звуковые сигналы. Кроме уже рассмотренных случаев, оповестительный сигнал подается при приближении к станциям, путевым постам, пассажирским остановочным пунктам, временным и ручным сигналам, которые требуют уменьшения скорости, сигнальным знаком свисток, выемкам, кривым участкам пути, тоннелям, переездам, съемным дрезинам, съемным ремонтным вышкам и другим съемным подвижным единицам. Также оповестительный сигнал подается при приближении поезда к месту работ за километр от места, указанного в предупреждении, независимо от наличия временных сигналов. Оповестительный сигнал может подаваться машинистам второго локомотива для напоминания машинисту первого локомотива о необходимости проверки эффективности тормозов в поезде. При встрече двух поездов на двухпутном перегоне подаются оповестительные сигналы. Первый при приближении ко встречному поезду, второй при подходе к хвостовой части встречного поезда. Кроме того, оповестительный сигнал подается при приближении к людям и в других случаях, указанных в приказе начальника дороги. Оповестительный сигнал оповещает о приближении поезда для того, чтобы люди своевременно сошли с пути в безопасную зону. Стоит сказать, что часто оповестительный сигнал подается неправильно. Например, одним коротким и одним длинным свистком. Но это уже совсем другой сигнал. Это сигнал бдительности. Сигнал бдительности – это один короткий и один длинный свистки локомотива. Подается и периодически повторяется при подходе к проходному светофору с красным огнем, который имеет условно разрешающий сигнал, и в дальнейшем при исследовании по блок-участку. Мы уже говорили о вот таком условно разрешающем сигнале в виде буквы Т. Во-вторых, сигнал бдительности подается при прохождении проходного светофора с красным огнем, а также с непонятным показанием или погасшим, после стоянки перед ним и в дальнейшем при исследовании по блок-участку. При изучении ИДП мы будем изучать порядок проследования запрещающего показания проходного светофора. Например, поезд остановился у проходного светофора с запрещающим показанием. Если машинист не знает о нахождении на следующем блок-участке поезда, он должен после остановки поезда отпустить тормоза, и если за это время на светофоре не появится разрешающий огонь, вести поезд до следующего светофора со скоростью не более 20 км в час, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения. Так вот,
в момент проследования проходного светофора с запрещающим показанием и при дальнейшем следовании по блок-участку машинист подает сигнал бдительности. В-третьих, сигнал бдительности подается при подходе к входному светофору с пригласительным огнем и во всех случаях при приеме поезда на станцию при запрещающем показании или погасших огнях входного светофора. И последний случай. Сигнал бдительности подается при приеме поезда с неправильного пути и отсутствии входного дополнительного светофора. Другими словами, при проследовании поездом сигнального знака границы станции. Оповестительный сигнал подается и во время дальнейшего следования по горловине станции. Как же отличить оповестительный сигнал и сигнал бдительности? Я предлагаю для запоминания звуковых сигналов использовать такой способ. Для каждого звукового сигнала нужно использовать легко запоминающуюся фразу, близкую по смыслу к требованию, предъявляемому сигналом. Причем использовать такое сочетание слов, чтобы короткие слова в этой фразе чередовались с длинными словами, точно так же, как короткие и длинные свистки в звуковом сигнале. В случае с оповестительным сигналом и сигналом бдительности все еще проще. Название самого звукового сигнала – одно длинное слово – оповестительный, а значит и звучать он будет одним длинным свистком локомотива. Аналогично сигнал бдительности. Сигнал – короткое слово, бдительности – длинное. Отсюда и звучание сигнала – один короткий и один длинный. Чтобы уже закончить с оповестительным сигналом и сигналом бдительности, необходимо сказать, что при следовании поезда во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях оповестительный сигнал подается несколько раз, а при следовании по неправильному пути подается одним длинным, одним коротким и одним длинным свистком локомотива. Как видите, это сначала оповестительный сигнал, а к нему добавляется сигнал бдительности. Составители поездов, которые прекратили маневры по причине приема поезда, сигналисты и дежурные стрелочных постов, после восприятия такого оповестительного сигнала обязаны каждый на своем участке проверить и убедиться в том, что безопасность при приеме поезда обеспечивается. На прошлом видеоуроке мы уже рассмотрели порядок ограждения съемных подвижных единиц и говорили о том, что на перегонах на расстоянии b, а на станциях на расстоянии 50 метров от ограждаемой съемной подвижной единицы находятся сигналисты. И говорили о том, что у этих сигналистов имеются духовые рожки для подачи сигналов о приближении поезда, а также сигналов для остановки поезда, если это будет необходимо. Так вот, эти сигналисты объявляют о приближении нечетного поезда одним длинным звуковым сигналом, а четного поезда двумя длинными звуковыми сигналами. Запомнить советую так. Приближается нечетный поезд, один свисток. Единица – нечетное число, нечетный поезд. Приближается четный поезд, два свистка. Двойка – четное число, четный поезд. Кроме того, сигналисты и дежурные входных стрелочных постов, которые услышали сигнал отправления поезда, подают один длинный звуковой сигнал. Так они как бы дублируют сигнал «отправиться поезду». Этот сигнал «отправиться поезду» подается в случае отсутствия выходного светофора дежурным по станции или по его указанию дежурным по парку. Таким же сигналом отвечает машинист ведущего локомотива при его восприятии. Если же поезд отправляется с пути, который имеет выходной светофор, этот сигнал подается машинистом ведущего локомотива после открытия выходного светофора. Далее в видеокурсе речь пойдет о поездах, следующих двойной тягой, и поездах, следующих с подталкивающим локомотивом. Перед тем, как перейти к следующим сигналам, давайте разберемся, что же это за поезда. Итак, перед вами поезд, следующий с двумя локомотивами. Вы видите, оба тепловоза тянут. Отсюда и название – двойной тягой.
При наличии радиосвязи машинисты используют ее для переговоров о порядке ведения поезда. Но если по каким-то причинам это невозможно, машинисты обмениваются между собой звуковыми сигналами, свистками локомотивов. Давайте рассмотрим, что же это за сигналы. Мы уже рассмотрели сигнал «Отправиться поезду». Один длинный свисток локомотива. Я уже предлагал вам для запоминания звуковых сигналов для каждого звукового сигнала использовать легко запоминающуюся фразу, близкую по смыслу к требованию, предъявляемому сигналом. При этом использовать такое сочетание слов, чтобы короткие слова в этой фразе чередовались с длинными словами, точно так же, как короткие и длинные свистки в звуковом сигнале. Для звукового сигнала «Отправиться поезду» я предлагаю слово «Отправляемся». Что хочет сказать машинист поезда, который отправляется? Он хочет сказать «Отправляемся». Одно длинное слово, один длинный свисток. Так вот, при отправлении поезда двойной тягой машинист ведущего локомотива подает сигнал «Отправиться поезду», а машинист второго локомотива обязан его повторить. Кроме того, машинистам ведущего локомотива подаются, а машинистам второго локомотива повторяются такие звуковые сигналы. 3 длинных свистка. Требования к работникам, обслуживающим поезд, тормозить. Предлагаю фразу «Начинаем торможение состава». 3 длинных слова, 3 длинных свистка. Точно так же 2 длинных свистка. Требования к работникам, обслуживающим поезд, отпустить тормоза. Здесь еще проще. Отпустить тормоза. 2 длинных слова, 2 длинных свистка локомотива. Подается машинистам ведущего локомотива, повторяется машинистам второго локомотива. Одним коротким свистком подается требование машинисту второго локомотива уменьшить тягу. Машинист второго локомотива должен повторить сигнал, тоже подать один короткий свисток. Что хотел сказать машинист ведущего локомотива? Да еще одним коротким словом. Он хотел сказать «тише». Одно короткое слово. Один короткий свисток. А вот 2 короткими свистками машинист ведущего локомотива требует от машиниста второго локомотива увеличить тягу. Что он хочет сказать, да еще 2 короткими словами? «Давай, тяни». 2 коротких слова, 2 коротких свистка. Ну и еще один звуковой сигнал, который используется при двойной тяге. 2 длинными и 2 короткими свистками машинист ведущего локомотива требует от машиниста второго локомотива опустить токоприемник. Не путайте. При восприятии ручного сигнала «опусти токоприемник» машинист ведущего локомотива подает оповестительный сигнал, один длинный свисток. Этим он как бы подтверждает восприятие сигнала. Но для машиниста второго локомотива подается сигнал 2 длинных и 2 коротких свистка. Опусти токоприемники. Другими словами, опускай токоприемники. Здесь обрыв. 2 длинных и 2 коротких слова. 2 длинных и 2 коротких свистка. А теперь давайте посмотрим, что же такое подталкивающие локомотивы. Вот вы видите грузовый поезд. Спереди ведущий локомотив, а сзади подталкивающий локомотив. Второй локомотив не тянет, а толкает. Отсюда и название «подталкивающий». При наличии радиосвязи машинисты локомотивов используют ее для ведения переговоров о порядке ведения поезда. Но если по каким-то причинам это невозможно, точно так же, как и при двойной тяге, машинисты локомотивов обмениваются между собой звуковыми сигналами, свистками локомотивов. Давайте рассмотрим, что же это за сигналы. Итак, 2 коротких свистка, подаваемых машинистом ведущего локомотива, требуют от машиниста подталкивающего локомотива начать подталкивание. Другими словами, «Давай, толкай!» 2 коротких слова, 2 коротких свистка. Как вы уже поняли, машинист подталкивающего локомотива
также отвечает на этот сигнал двумя короткими свистками. А вот если машинистам ведущего локомотива подается сигнал один короткий, один длинный и один короткий свистки, то этим он требует от машиниста подталкивающего локомотива прекратить подталкивание, но не отставать от поезда. Другими словами, он говорит: «Все, достаточно толкать». Короткое, длинное и короткое слово. И свистки тоже. Короткий, длинный и короткий. Машинист подталкивающего локомотива отвечает такими же свистками. Ну и, наконец, 4 длинных свистка локомотива. Таким сигналом машинист ведущего локомотива требует от машиниста подталкивающего локомотива прекратить подталкивание и вернуться назад. Другими словами: «Достаточно подталкивать! Спасибо! Возвращайся!» 4 длинных слова, 4 длинных свистка. Вот мы и рассмотрели звуковые сигналы для поездов с подталкивающим локомотивом и двойной тягой. Конечно, это не простые поезда. При их вождении могут использоваться особые звуковые сигналы, но в то же время это все-таки поезда, и звуковые сигналы для обычных поездов на них, безусловно, тоже распространяются, а рассмотрели мы их не все. Например, самый простой и всем знакомый звуковой сигнал – 3 коротких свистка. Звуковой сигнал «Стой». Такой сигнал подается не только локомотивными бригадами, но также он может подаваться любыми работниками. Помните, петарды укладываются на путь по 3 штуки. Почему? Да потому, что при взрыве петард произойдет 3 коротких хлопка, то есть сигнал остановки. Чтобы запомнить, нам нужно придумать фразу, состоящую из 3 коротких слов. Например, «Стой на месте». Например, прибыл на станцию поезд, остановился. Машинист подал сигнал, 3 коротких свистка. «Стою на месте». 3 коротких слова, 3 коротких свистка. Если же поезд на станцию прибыл не в полном составе, машинистам подается другой сигнал, 3 длинных и 1 короткий свисток. Он как бы говорит: «Прибыл частично, осталась часть». 3 длинных слова и 1 короткое, 3 длинных и 1 короткий свисток. А вот вызов машинистам ведущего локомотива поезда, остановившегося на перегоне, помощника машиниста, или механика-бригадира, или руководителя работ хозяйственного поезда, осуществляется 3 длинными и 2 короткими сигналами. Например, при этом машинист как бы говорит: «Помощник машиниста, возвращайся ко мне». 3 длинных и 2 коротких слова, соответственно 3 длинных и 2 коротких свистка. Нам осталось выучить только сигналы тревоги, и курс инструкции по сигнализации будет пройден. Осталось совсем немного. Итак, сигналы тревоги подаются гудками, свистками локомотивов, дрезин, сиренами, духовыми рожками, военными сигнальными трубами, ударами в подвешенные металлические предметы. Ну, свистками, гудками, духовыми рожками понятно, скажете вы. А как отобразить длинные и короткие звуки с помощью ударов в подвешенные металлические предметы? А вот как. Длинные звуки передаются часто повторяемыми один за другим ударами, а короткие звуки редкими ударами по числу необходимых коротких звуков. Например, сигнал «Радиационная опасность» или «Химическая тревога» подается 1 длинным и 1 коротким звуками. А если отображать этот сигнал ударами в подвешенный металлический предмет, будет видно вот что. Серия частых ударов и потом 1 отдельный удар. Подается этот сигнал на протяжении 2-3 минут. На станциях, заводах и других предприятиях железнодорожного транспорта такой сигнал подается по распоряжению первого руководителя, например, начальника станции, директора завода. Как же запомнить такой сигнал? Я предлагаю фразу «Внимание! Химия!» Длинное и короткое слово.
длинный и короткий звук. Сигнал «пожарная тревога» подается группами из одного длинного и двух коротких звуков. Такой сигнал при необходимости подается любым железнодорожникам. Для того, чтобы запомнить этот сигнал, предлагаю фразу «Внимание! Пожар! Горим!» Одно длинное слово и два коротких, аналогично длинному и двум коротким звукам сигнала. Сигнал «Общая тревога» подается группами из одного длинного и трех коротких звуков. Он подается в таких случаях: при появлении на пути неисправности, которая угрожает безопасности движения, при остановке поезда в снежном заносе, при остановке поезда из-за схода, развала груза и в других случаях, когда необходима помощь. Помните вот такие схемы ограждения? И мы говорили, что в таких случаях машинист поезда будет подавать сигнал общей тревоги. Этот сигнал также подается при необходимости любым железнодорожникам. Чтобы запомнить сигнал общей тревоги, предлагаю фразу «Внимание! Все может быть!» Одно длинное слово и три коротких слова. Аналогия длинному и трем коротким звукам сигнала. Тревога общая. Все может быть. И, наконец, сигнал «Воздушная тревога» подается протяжным звучанием сирен, а также серией коротких звуков, непрерывно 2-3 минуты. Чтобы запомнить такой сигнал, представьте канонаду зенитных орудий. Серия выстрелов, серия коротких сигналов. Позвольте вас поздравить. На этом видеокурс инструкций по сигнализации закончен. В самом начале видеокурса я советовал посмотреть его несколько раз, хотя бы 2 раза. Ведь он не такой уже продолжительный, всего-то около 4 часов. Дело в том, что даже невнимательно посмотрев видеокурс, вы наверняка почерпнете для себя что-то новое, что расширит ваш кругозор. И вот теперь с этим расширенным кругозором посмотрите видеокурс еще раз. Возможно, первый раз что-то в начале или в середине видеокурса было вам непонятно. Но теперь, когда вы уже полностью прошли видеокурс, это непонятное станет понятным. Ну, например, в одном из видеоуроков мы рассматривали сигналы ограждения. Ограждали место повреждения контактной сети. В следующем видеоуроке мы рассматривали ручной сигнал, который подается в таких случаях. И упомянули о том, что при восприятии такого ручного сигнала машинист подает оповестительный сигнал. А более детально рассмотрели оповестительный